В этом году научная конференция исторического факультета АГУ приурочена к 90-летию университета и 85-летию самого факультета. Доклады охватывали широкий круг тем – от истории, этнологии, археологии до современных политических процессов. Работа Миланы Ходжава была посвящена российско-китайскому стратегическому партнерству. Отношения между Китаем и Россией за последние 20-30 лет претерпели устойчивое и существенное сближение, что было задумано с точки зрения Китая. Начиная с начала 1990-х годов, Китай и Россия нормализовали свои отношения, в значительной степени основанные на тактическом согласовании интересов друг друга. Впоследствии это привело к тому, что эксперт по внешней политике Бобо Ло назвал осью удобства. Китайские аналитики, которые могут говорить прямо, отмечают, что Китай рассматривает Россию как полезный противовес мощи США. И большинство китайцев считают, что Россия ценит китайско-российское сотрудничество по той же причине. Односторонние санкции как инструмент внешней политики государства. Тема доклада Валерии Ашба. В современных международных отношениях санкции являются одним из наиболее распространенных инструментов внешней политики. Они выступают в качестве альтернативы или дополнения применению силы. Односторонние экономические санкции представляют собой серьезное нарушение общего международного права. Они противоречат основной норме суверенного равенства и впоследствии запрет на вмешательство во внутренние дела государства. При отсутствии правового обоснования эти меры часто маскируются как защита прав человека, демократии и верховенства закона. Катастрофическими последствиями введения санкций в отношении Абхазии в виде экономической блокады с 1994 года, а затем изоляционной политики со стороны грузинского правительства, несовместимы с международным правом и пагубно воздействуют на жизнедеятельность населения республики. Зураб Анчебадзе. Непростая жизнь и великие достижения. Этой теме был посвящен доклад студента 3-го курса Дамия Отерба. Дамий рассказал о жизни и деятельности советского историка, доктора исторических наук. Основные направления научно-исследовательской деятельности Зураба Вианоровича охватывают проблемы истории Абхазии с древнейших времен до 20 века. Среди первых работ необходимо отметить исторический очерк об Абхазии, опубликованные им в 1950 году в первом томе Большой советской энциклопедии, в котором объективно, очень храбро для того времени излагается история абхазского народа. В Абхазском государственном университете такого рода научные конференции проходят ежегодно. Их целью является подготовка научных кадров. Цель нашей научной конференции такова, чтобы наши студенты, которые в дальнейшем изъявят желание связать свою жизнь с наукой, чтобы они уже имели какие-то представления, умели работать. Первая наша задача, чтобы подготовить преподавателей для школ нашей республики, но мы наукой тоже занимаемся, потому что наши выпускники, часть наших выпускников должны пополнить ряды наших исследователей в области истории Абхазии, этнографии, этнологии, археологии Абхазии. В ходе встречи участники задавали друг другу вопросы, высказывали мнения. Научная конференция студентов и аспирантов исторического факультета АГУ является однодневной. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение.